Студия «Байер» и программа «Видеоспорт» представляют. Начавшаяся позже обычного татарстанская картинговая серия 2020 набирает обороты. 4 подряд напряженных соревновательных дня на Сабинской трассе, 2 этапа чемпионата, первенства и Кубка Приволжского и Уральского федеральных округов в течение одной недели. Острейшее соперничество на дистанции в исполнении звезд российского автомобильного спорта завтрашнего и даже послезавтрашнего дня. В ближайшие полчаса не пропустите. Всем известно, что спортивный сезон 2020 года получился особенным во всех отношениях. Начиная с середины марта все старты были под запретом. Картинг не явился исключением. Гамлетовский вопрос, быть или не быть летнему сезону, во всей своей остроте стоял вплоть до середины июля. И вот свершилось. 17 и 18 Федерация автоспорта пригласила картингистов на первый этап чемпионата республики, а уже на следующей неделе в «Богатых собак» состоялись подряд 2 этапа чемпионата УРФО, то есть Уральского и Приволжского округов. Второе по значимости и престижности соревнования после чемпионата России. Не просто, на самом деле. Только Уральский и Приволжский федеральный округ в этом году состоялись. Больше соревнований в других округах, к сожалению, не будет. Вот только у нас усилиями Автомобильной Федерации Республики Татарстан мы буквально прямо в эти же даты. Эти даты мы не переносили из единого календарного плана России. И нам удалось прямо в эти даты, сделать двойной этап. Организаторам постарались сэкономить участникам соревнований, командам. То есть логистика в 2 раза меньше. То есть на день у нас на 2 получилось больше соревнований, длиннее. На самом деле хороший учебно-тренировочный процесс. Очень радуют наши микрики, которые дают нам повод в будущее. То есть микрики — это те пилоты, которые самые начинающие и которым 6-9 лет. Вот все поднаварились, честно сказать, и у нас получилось. Вот такое соревнование, на самом деле, одно из первых в России. Этап чемпионата Уральского и Приволжского федеральных округов всегда считался самым впечатляющим событием татарстанской картинговой серии, собирающим на трассе по-настоящему сильных участников. Вот и в этот раз география соревнований, несмотря на в какой-то степени авральный характер его проведения, получилась весьма обширной. В «Богатые собы» приехали не только прекрасно подготовленные ребята из признанных картинговых центров Поволжья и Урала, таких как Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Ижевск и Тольятти, но и талантливые перспективные гонщики из Сибири и даже из Москвы и Воронежа. Мне сказал папа, что мы едем на УРФО, что подписали указ о разрешении. Все, вот, поехали. Ну и по традиции на главной татарстанской картинговой трассе собрались многие сильнейшие картингисты Республики Татарстан, представители Казани, Набережных Челнов, Богатых Собов, Урусу, Альметьевска и Сарманова. Думается, всем бывает интересно оценить свои возможности в соперничестве с действительно сильными пилотами из других регионов страны. Всего же для участия в гонке заявились более 100 картингистов из 26 населенных пунктов нашей страны. Меньше, чем в прошлом году. Не все по объективным и субъективным причинам смогли приехать на соревнования. У нас 70% приехали. Если мы будем ждать все клубы, то мы не успеем, мы не дождемся, сезон пролетит. Это значит, что весь сезон мы должны слить. А слить весь сезон, то есть весь год, ребята зимой ходили на уроки, весной они уже, они ходили, но сейчас самый момент соревнований, погода стоит, все великолепно, и если мы и сейчас не будем участвовать, то надеяться на сентябрь, какая будет погода в сентябре, не будет ли усложнений с этим же коронавирусом. Вот пока есть этот шанс, мы решили за него ухватиться. В этом выпуске программы «Видеоспорт» мы начнем рассказ о первом этапе чемпионата Уральского и Приволжского федеральных округов, который проходил 23-24 июля.
Погодка в эти дни выдалась вполне комфортной, не жарко, но и не прохладно. Самое то для проведения автоспортивных соревнований. Всего заезды проводились в 10 классах, но непосредственно в зачете УРФО ехали всего 6. Микро, мини, супер-мини, Rotax Max, Rotax Max Junior и КЗ-2. Еще 4 класса – национальный юниор, пионер, кадет – выступали в зачете первенства Республики Татарстан. В классе мини заявились более 20 участников. Традиционно это самая многочисленная зачетная группа. Надо ли говорить, что чем больше участников, тем выше конкуренция на трассе. Первый финальный заезд. Мы наблюдаем особенности так называемого старта сходу. Дистанция составляет 8 кругов. Всего 5 татарстанцев на трассе. Равиль Давлетов, Денияр Исламов, Владимир Матвеев из Набережных Челнов, сабинец Данис Насибулин и Артур Фасхуддинов из Казани. И, кстати, екатеринбуржцев тоже 5 в этой зачетной группе, ну а еще картингисты из Ижевска, Сарапула, Омска, Полевского, Воткинска, Верхней Пышмы. 3 юных пилота прибыли из Каменска-Уральска. В общем, конкуренция в этом детском классе отнюдь не детская. В лидеры уже на первом круге вышли двое. Это Ефим Игнатов из столицы Урала, номер 48, и Володя Матвеев, номер 34, из Набережных Челнов. Далее 2 екатеринбуржца, 21 и 22, Игорь Тикунов и Макар Савельев. На 5-6 позиции челнинец Денияр Исламов и ижевчанин Тимур Шмаков. И уже на втором круге Исламов и Шмаков оставили позади себя дуэт представителей Екатеринбурга. На 7 позиции Савелий Катков из города Полевского, Свердловской области. Смотрим дальше. На трассе отчаянные задиристые мальчишки, так что скучно точно не будет. На 3-м круге Володя Матвеев прорвался на лидирующую позицию. Теперь Ефим Игнатов в роли настойчивого преследователя. Отметим, что в прошлом году Матвеев гонялся в классе микро, а Игнатов участвовал в зачете мини на этапе УРФО и занял тогда в Сабах в 2019 году 3-е место. Постоянно размен позиций происходит в этом заезде. По завершению 3 кругов 5-й Тимур Шмаков, 6-й Игорь Тикунов, 7-й Савелий Катков. На 4-м круге вновь смена лидера. Ефим Игнатов возвращает себе роль вожака заезда, оттесняет Володю Матвеева. Но и за последующие позиции идет отчаянная борьба. Пока 3-й Денияр Исламов, 4-й Макар Савельев, 5-й Тимур Шмаков. За попадание в десятку ведут борьбу челнинец Равиль Давлетов, уралец Алексей Евтушенко и Амир Гилманов из Сарапула. Карты идут буквально друг за другом, но и лидеры не унимаются. Все время меняются местами. Смотрите сами, на 5-м круге вновь заезд возглавил Владимир Матвеев. А уже на 6-м, на капитанском мостике, его вновь сменил Ефим Игнатов. Никто не хотел уступать. Тем временем Денияр Исламов и Тимур Шмаков, не жалея сил, бьются за 3-ю позицию. Вот это гонка! Нечасто на трассе случается такая яркая борьба, проходящая практически для каждого пилота с переменным успехом. После 6 пройденных кругов Макар Савельев на 5-й позиции, Игорь Тикунов на 6-й. А вот еще один интересный момент. К лидирующим Игнатову и Матвееву вплотную приблизились Исламов и Шмаков, которые, похоже, не утратили желание вступить в борьбу за победу в этом заезде. И, похоже, нас ожидает жаркая концовочка. Судья показывает участникам, что они пошли на последний круг. 4 карты в авангарде заезда едут друг за другом.
И вот смотрите, Денияр Исламов проскочил на вторую позицию. Матвеев, который почти всю дистанцию боролся за лидерство, теперь только третий. А вот, пожалуй, и ключевой эпизод гонки. На вираже в борьбе разворачивает карт Денияра Исламова. Он выбывает из борьбы за попадание в тройку и с досады атакует проезжающий рядом карт, так что тот аж подпрыгивает. Матвеев становится первым, Тимур Шмаков впервые второй и Ефим Игнатов третий. Да, целый калейдоскоп событий, но и это еще не все. На финишной прямой Тимур Шмаков отчаянно пытался опередить Володю Матвеева, но тщетно. Вот такой получился первый заезд в классе мини. Очень насыщенный, ну а результат перед вами. Матвеев первый, Шмаков второй, Ефим Игнатов третий. На 4-5 месте наши гости из Екатеринбурга Макар Савельев и Игорь Тикунов. Ну а Денияр Исламов, который погорячился на последнем круге, только 6-й. Я был вторым, хотел обогнать Ефима, но не успеваю. Нажимаю на тормоза, и меня сзади Володя подталкивает на него, и я в него залетаю. Не прикрылся в одном из поворотов, и меня чуть ли не прошло трое сразу. Я хотя бы сумел отстоять позицию, чтобы не уйти еще на 4-ю позицию. Была очень красивая борьба. Каждый круг менялся лидер. Первый и второй столкнулись. И я проехал. Я чувствовал все силы выиграть. Второй финальный заезд в классе мини. И здесь уже в самом начале произошло происшествие. Перевернулся карт Дмитрия Нагдасова из Каменска-Уральского. Выброшены красные флаги, гонка остановлена. Юный пилот вроде бы в порядке, но его на всякий случай дежурившая скорая помощь увозит в Сабинскую ЦРБ, чтобы провести обследование, сделать рентген, исключить переломы или какие-либо другие скрытые нарушения здоровья. Забегая вперед, скажем, что ничего страшного с Дмитрием не произошло, авария была эффектная, но пилот нисколько не пострадал. А вот остальным участникам пришлось ждать перезаезда достаточно долго, пока машина скорой помощи не вернется обратно. Дело в том, что обычно на гонках дежурят 2 скорые, но из-за эпидемии центральная больница смогла выделить всего 1. А так как без наличия медицинской службы соревнования проводить нельзя, пришлось ждать, пока медики доставят пациента и вернутся назад на территорию картодрома Аргамак. Итак, повторный старт второго финального заезда в классе мини. Посмотрим, как сложится ситуация на этот раз. Впереди мы видим 48-й номер Ефим Игнатов из Екатеринбурга. Сильные традиции картинга существуют в этом городе. На этапы УРФО каждый год приезжают богатые собы подготовленные ребята из Свердловской области и прежде всего из областного центра. Второй в заезде челнинец Володя Матвеев, третий Тимур Шмаков из Ижевска. Ну и далее стартовый 21-й Тикунов, 22-й Савельев, 45-й Артур Фасхуддинов и 77-й Денияр Исламов. Но уже на втором круге флагман заезда меняется. Владимир Матвеев опережает Ефима Игнатова. И 3 первых карта отрываются от всех остальных. Денияр Исламов перешел на 6-ю позицию. В классе мини едут ребята в возрасте от 9 до 11 лет. Карты здесь имеют силовой агрегат итальянского производства объемом 60 кубических сантиметров. И в последние годы этот класс неизменно набирает популярность. Неспроста. Карты удобные, надежные, для детского возраста весьма динамичные. На 4-м круге лидеры Матвеев и Игнатов неоднократно меняются местами. Смотрите, какое острое соперничество. Пока 3 машины идут очень плотно, и здесь возможны любые коллизии. Преодолели участники половину дистанции. Матвеев первый, Игнатов второй, Шмаков третий. Следующая тройка чуть отстает. Это Савельев, Исламов и Тикунов.
Ну и далее группа из 5 участников, которые тоже сражаются друг с другом. Артур Фасхутдинов, Амир Гилманов, Алексей Евтушенко, Михаил Ангальт из Тольятти и Савелий Катков. Свои непростые взаимоотношения в этом заезде были у Денияра Исламова и Игоря Тикунова, которым выпало неистово оспаривать 5-ю позицию. 3 круга заезд возглавляет Владимир Матвеев, но на последнем 8-м круге его все-таки опережает вечный соперник Ефим Игнатов, и именно он въезжает первым под клетчатый флаг. 3-й в заезде Тимур Шмаков, Денияр Исламов из Челнов 4-й, Игорь Тикунов 5-й. Ну и здесь надо подсчитывать очки. У Владимира Матвеева 25 за первый заезд и 21 очко за второй. А у Игнатова 3-е и 1-е место плюс 2 очка за победу в квалификации. Всего 43. Но всего этого хватает только на 2-е место на этапе в целом. Тимур Шмаков с 37 баллами по итогам 2 финальных заездов занял 3-е место. Я из города Екатеринбурга и занимаюсь картингом 4 года. Эта гонка научила меня очень многому, и я стал гораздо увереннее себя чувствовать во время обгонов. Во 2-м финальном заезде я уцепился за лидером и пробовал несколько раз атаковать. На последнем круге у меня получилось его хорошо атаковать и не дать ему шансов меня контратаковать. Но к нам еще заехал еще один противник, и к одному из поворотов я его обогнал. И на финише у них уже не было шансов меня обогнать. Rotax Max – перспективный международный класс. Множество соревнований высочайшего уровня, в том числе и чемпионат мира, проводится именно в этом классе. Но это уже вполне себе взрослый класс. Возраст участников начинается от 15 лет. Смотрим старт. Карты двигаются как будто крадучись, а потом резко набирают скорость. Виктор Леушанов из Перми сходит с дистанции уже в самом начале. Карт под 20-м стартовым номером покидает дорожку. Остальные 11 участников отправились преодолевать марафон в 14 кругов. В заявочном листе пилоты из Казани, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Челябинска, Ялуторовска, Каменска-Уральского, Перми, Омска и Йошкар-Олы. 2 финальным заездам, как обычно, предшествовали квалификационные заезды, и в них лучшее время круга выдал Денис Николаев из команды КамАЗ Мастер Юниор. И, кстати, именно Николаев, мы видим, возглавил гонку. На 2-й позиции казанец Егор Кузьмин. Другой представитель столицы Татарстана Павел Курашев 3-й. Алексей Колпаков из Екатеринбурга 4-й. Единственная девушка в этой зачетной группе Гузель Янгуразова из города Ялуторовск Тюменской области на 5-й позиции. Янгуразова, кстати, несмотря на прописку в Сибири, неоднократно приезжала на соревнования в богатые Сабы. Те, кто регулярно смотрит наши программы, об этом хорошо знают. Карты в этом зачете имеют серийный одноцилиндровый двухтактный двигатель с водяным охлаждением, объемом также 125 кубических сантиметров. Серьезной скорости и дистанции тоже серьезные в этом классе. 16 кругов надлежит проехать участникам в каждом из финалов Rotax Max. На 5-м круге оживилась ситуация в заезде. Лидерство перехватил Егор Кузьмин, представляющий команду «Татарстан». На 2-ю позицию переместился Денис Николаев. На 3-й, 4-й по-прежнему Павел Курашев и Алексей Колпаков. На 7-м круге, похоже, 2 лидеров стали отрываться от пелотона, но пока не намного. Лучшее время круга в этом заезде, кстати, принадлежит Денису Николаеву. 1 минута 7 и 27 секунды.
На 12-м круге Алексей Колпаков предпринял первую попытку атакующего маневра в отношении Павла Курышева. Но статус-кво в тот момент сохранился. А вот за круг до финиша Колпакову все-таки удалось осуществить задуманное, и награда ему 16 очков за 3-е место в заезде. В концовке никаких значимых событий не произошло. Первым к финишу пришел Егор Кузьмин, вторым Денис Николаев. Ну, зацеп очень хороший. Вот к первому кругу, в принципе, хватает зацепа. Уже успевается прогреться шина, и на оставшийся заезд хватает. Ну, приду в палатку, посмотрю на теорию свою, по работе с газом и на траекторию. Просто подумать, где можно еще отыграть. Во втором финальном заезде в классе Rotax Max Алексею Колпакову не удалось после старта занять позиции выше Николаева и Кузьмина, зато удалось сразу закрепиться на 3-й позиции. А вот 4-ю оккупировал Юрий Букин, пилот из Челябинска, Павел Курышев только 5-й. Напомним, что в прошлом году в Rotax Max на этапах УРФО здорово ехали тюменцы Ян Кемп, Вадим Ермухаметов, а также Дмитрий Шепет из Омска. Ну а среди татарстанцев лучше других по итогам сезона в целом выступал челнинец Искандер Романов. Но все эти пилоты по тем или иным причинам в этом сезоне не выступают. И другие не менее амбициозные картингисты штурмуют высоты зачетной группы Rotax Max. Ведет заезд Егор Кузьмин. Ненамного отстает Денис Николаев. Эти гонщики на предыдущей неделе уже состязались здесь в рамках первого этапа чемпионата Татарстана. И тогда, кстати, этап выиграл Алексей Колпаков. В Rotax Max участвуют уже вполне зрелые спортсмены, занимающиеся картингом не первый год, поэтому практически никто не совершает детских нелепых ошибок. Все едут грамотно, расчетливо, четко вычерчивая траекторию. В тройке лидеров без изменений. Первый Кузьмин, второй Денис Николаев, третий Алексей Колпаков. Эти трое оторвались, а вот во втором трио на 6-м круге ситуация скорректировалась. Юрий Букин из Челябинска отступил с 4-й позиции на 6-ю, пропустив вперед и Павла Курышева, и Гузель Янгуразову. 7-й в заезде казанец Станислав Минникаев, который, к слову, в прошлом сезоне стал бронзовым призером татарстанской картинговой серии в Rotax. Егор Кузьмин едет с комфортным отрывом, а вот к Николаеву сзади подкрадывается Алексей Колпаков. Начинается погоня. Это уже интересно. Посмотрите, как пилоты красиво сражаются друг с другом. Тут не обходится, кстати, и без легкого контакта между картами. И Алексей Колпаков все-таки получает вожделенную 2-ю позицию под занавес заезда. Челнинский пилот доезжает к финишу 3-м. Ну а безоговорочный победитель 2-го заезда Егор Кузьмин, который вел гонку от 1-го и до последнего метра дистанции. Смотрим результаты всего этапа в целом. У Кузьмина 51 очко, он первый, тут все ясно. А вот Николаев опередил Колпакова всего на 3 очка, из которых 2 получены за успех на стадии квалификации. Триумфатор Rotax после окончания гонки объяснил немудреные секреты собственного успеха. Вообще, конечно, это каждодневные тренировки. Я и с папой тренировался, то есть физическая подготовка. И в июне месяце мы каждую неделю старались выезжать на трассу, готовиться, тренироваться. Гузель Янгуразова, преодолевшая 1000 километров, разделяющую Сабы и Ялуторовск, не скрывала своего удовлетворения от визита в Татарстан. Все очень классно. Организаторы, как всегда, организовывают все всегда на лучшем уровне. Вот.
Как всегда, все супер. Ну что же, и в Мине, и в Ротоксе победу на сей раз праздновали представители Татарстана. Мастерство пилотов республики неуклонно растет, это невозможно не заметить. Но что будет дальше? Баталии на Сабинской трассе разгораются вовсе не шуточные. А по-другому на этапах УРФО, наверное, и не бывает. В ближайших выпусках программы «Видеоспорт» смотрите, как проходили заезды в других зачетных группах на чемпионате и первенстве Уральского и Приволжского округов. Будьте внимательны, не пропустите. И до встречи на трассах!